То есть радио сейчас слушают люди в основном за 30. Меня окружают кругом одни педагоги. Моя супруга педагог, моя теща педагог, моя мама педагог. Меня окружают одни педагоги, и я в себе открыл такую интересную вещь, то, что мне хочется даже как-то преподавать уже. Человека, который работает на радио, не обязательно должен быть поставленный, четкий и красивый голос. У человека должна быть изюминка самого. То есть он должен быть интересной личностью. Тогда и его эфиры будут интересными. Смешно, когда люди говорят: вы говорите по радио. Это бред. Это бред. А что вы делаете? Люди дают эмоции. Привет. Студия Академии Трех Медведей представляет новую серию подкастов для журналистов «Новые медиа». У нас в гостях будут те, кто уже популярен и имеет большой опыт и готов с ним делиться, и те, кто зажегся совсем недавно, но очень быстро смог освоить сферу и толкнуть ее вперед новыми трендами, новыми форматами. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Меня зовут Зибота Джибаева, и у меня в гостях мои гости, мои коллеги. Сегодня у нас в гостях Андрей Соколов, программный директор Love Radio и ведущий. Я не просто так выбрала именно его первым нашим гостем, потому что мне самой интересно, как так приезжий парень вдруг зажегся и причем так быстро смог стать популярным в столице. Привет, Андрей. Привет, Зибо. Я готова прям пропеть твое имя. Привет, Пропойте, Андрей. Не сдерживайте свои эмоции. Давай начнем с самого начала. Давайте начнем с самого начала. Кто ты и как ты вообще оказался в Душанбе? Хочу сказать то, что Душанбе — это все-таки Таджикистан, а я родился в нашей любимой и, можно сказать, даже немного необъятной для меня стране поначалу, потому что я все-таки появился на свет в Худжанде, в славном, древнем и красивом городе. Работаю я на радио уже не первый день, конечно же, и, возможно, это и помогло мне здесь, в столице Душанбе, раскрутиться, как вы сказали, довольно быстро. Но радиосфера для меня — это моя жизнь. Я работаю на радио уже 13 лет. Я начинал еще на радиостанции Тирос, это первая FM-радиостанция в Сагдийской области. Далее я также работал на радио Пайванд. Порядка практически 7 лет я дал этой радиостанции, я тоже там работал ведущим. Так что радиосфера — это для меня не новое. И радиосфера, в принципе, она не отличается где-то в Худжанде или где-то в Душанбе. Радио везде радио. Но тебе так, как вот, я не понимаю, да, например, увидели, услышали и сказали: слушай, а давай ты приедешь на Love Radio. Просто стечение обстоятельств произошло такое, что мы встретились с одним человеком, который меня когда-то, видимо, слышал и решил меня пригласить на Love Radio. И ты не отказался? Я не отказался, да. И уже год я здесь. Так, с 1 октября ты первый раз 1 вышел. октября, да, абсолютно верно, я вышел в эфир. Мы вышли в эфир вместе с Яной Барышевой. Это утреннее шоу, тогда оно еще называлось «Двойной экспресса». Впервые я вышел в эфир здесь. Да. Яна, кстати, где? Яна у нас сейчас находится в России. То есть она сама по себе гражданка Российской Федерации. Сейчас она находится именно там. Но поскольку она уже практически год или даже больше года не была на родине, мы решили отправить ее домой. То есть она не насовсем уехала, она вернется. Нет, мы ее ждем, конечно. Я, кстати, заметила, без нее эфир, чуть-чуть скучнее. Это естественно, потому что в любом случае утренний эфир, сейчас тенденция такая идет, то, что утренний эфир не ведет один человек. В принципе, такого сейчас нет. То есть утренний эфир ведет минимум 2 человека, максимум 4. А ты ведешь сейчас один? Да, я вынужден вести один. И когда нам ждать Яну? Ждать Яну нам, наверное, возможно, или в конце этого месяца, или же в течение ноября, я так думаю. Супер. Что не давалось поначалу? Я сейчас говорю все-таки о столичном радио, то есть здесь, не о твоей работе прежней, да? Хочу сказать, что не давалось сразу. Во-первых, я поменял формат. Love Radio — это молодежная радиостанция, совершенно другой формат, совершенно другое движение, совершенно другой стиль музыки. То есть практически на 180 градусов я поменял абсолютно свое сознание, потому что мне приходилось работать на совершенно другой радиостанции, где смешанный формат музыки, где очень много новостейных блоков новостей. То есть, и таким образом для меня формат полностью развлекательный тоже был для меня новым. Но, как говорится, благодаря моим коллегам,
Парвине Беназировой, то есть нашему генеральному директору, Яне Барышевой. Они меня приняли в свою команду, и таким образом я смог освоиться. То есть так оказалось, что ты такой постарше, старичок, попал в молодежное. Выходит так, да, абсолютно верно. Я самый старший, так сказать, из ведущих, которые сейчас работают на Love Radio, абсолютно верно. Слушай, так и есть. А вообще не было даже заметно нисколько. Я, по-моему, из октября-то и слушаю вас с Яной. То есть мы как-то сразу так пристрастились. Я вам больше скажу. Сейчас слушатель, он стал старше. Начнем с этого. Как ты определяешь это? Ну, радио, оно стареет, как мы этого хотели, не хотели. И в основном, кто сейчас слушает радио, это люди от 30 и выше, как правило. Но при этом ты говоришь, что оно молодежное все-таки. Ну, абсолютно верно, просто формат музыки молодежный. Но тем не менее люди постарше слушают. Конечно же, люди постарше слушают, потому что сейчас молодежь, конечно, она не приучена слушать радио абсолютно. Сейчас основной, наверное, основной источник информации, который есть у молодежи, это интернет. В интернете они могут найти музыку, которая им нравится. Да, это легко сделать. Это легко сделать. Конечно. Или же свой плейлист элементарно. У каждого есть наверняка в машине определенный проигрыватель, в котором есть флеш-память, куда можно загрузить массу треков и слушать. То есть радио сейчас слушают люди в основном за 30. Так что, как вы говорите, что я такой вот старый и вдруг влился в команду, ничего подобного. То есть я как раз-таки пришелся ко двору, потому что мне уже 35. Тогда, если ты говоришь, что сейчас, например, радиостанция постепенно, да, она взрослеет уже. Да, мы аудитория. Говорим, 30, аудитория, да, это взрослая аудитория. А что будет лет через 20? Радио будут слушать те, которым уже за 50? Не совсем, ведь радио это тоже такая субстанция, которая эволюционирует, она не стоит на месте. Мы сейчас пользуемся всеми благами интернета, то есть мы можем вести прямые эфиры в собственной студии, то есть мы можем сейчас дать и картинку, и звук, и все это вместе сделать, благодаря, конечно же, интернету. Так что радио оно не состарится. Ну, кстати, как ты настраивался на видеоэфир? Вы же ведете? То есть, если раньше я такая заходила, а у меня был опыт работы на радиостанции, заходила в растянутой майке, и накрашенная иногда. В субботу я чаще была лохматой, потому что это была суббота. А тут ты понимаешь, что тебе нужно подготовиться и к видеоэфиру. Ничего такого страшного в этом нету на самом деле. И мне кажется, чем ты естественнее выглядишь, чем ты естественнее пытаешься себя вести в эфире, в том числе и в прямом эфире, и на радио, даже люди, не видя тебя, они все равно поймут твои эмоции. То есть мы же не говорим. Смешно, когда люди говорят, вы говорите по радио. Это бред. Это бред. А что вы делаете? Люди дают эмоции. А я так вещаете. Ой, синоним подбираю. Ты заметил, да, я тоже, естественно, никакой краски. Согласен, вы всегда прекрасно выглядите. Но на самом деле хочу сказать, что радио развивается, оно стремится вперед. Сейчас появилась картинка. Потом что? Как ты думаешь? Ну, пока я не хочу заглядывать так далеко. Пока этого достаточно. Пока этого достаточно. Картинка, соцсети. У вас появился интерактив с помощью мессенджеров. Да, конечно. То есть, в принципе, вы так стараетесь идти в ногу со временем. Конечно, несомненно. Слушай, ты когда приехал сюда, ты же не сразу, да, вышел в эфир? Какая-то работа была проделана, и я думаю, что ты слушал другие радиостанции. Естественно. Что для себя подметил? Вообще, в принципе, для программного директора слушать другие радиостанции – это обязанность. Ну, ты сейчас уже так слушаешь. А вот в начале ты приехал, и у тебя определенный опыт, да, есть уже какой-то. И вот, например, да, что я вот обратил на это внимание и думаю, я так делать не буду. Ну, честно признаться, я не могу сказать, как-то отличаются ведущие в Душанбе или в Худжанде. Радиоведущий, он всегда радиоведущий. Я еще раз повторяю, еще раз это подчеркиваю. Мы не сильно отличаемся. А мне так кажется, понимаешь, что ты приехал такой вот с таким московским произношением, с хорошей дикцией, с хорошо поставленным голосом. Сейчас вот как раз-таки душанбинские радиостанции страдают тем, что нету хорошо поставленных голосов на радио. Ну, это большая работа над собой, единственная, конечно же. Я советую всем моим коллегам исключительно работать над собой. Благо материала сейчас много, чтобы развиваться и быть ведущим на уровне. Благодаря интернету все можно достигнуть и постичь.
И нету предела совершенства. Абсолютно верно, Ты никакого продолжаешь предела учиться? нет. Да, я продолжаю учиться, и знаете, я в себе такую вещь одну очень интересную открыл. Я, поскольку все-таки из семьи педагогов, меня окружают кругом одни педагоги. Моя супруга педагог, моя теща педагог, О. моя мама педагог. Меня окружают одни педагоги, и я в себе открыл такую интересную вещь, то, что мне хочется даже как-то преподавать уже. То есть я хочу уже как-то делиться этой информацией со своими коллегами, может быть, просто с обычными людьми, которые хотят каким-то образом поставить себе голос или как-то научиться, возможно, говорить. Ведь когда мы говорим, это смешно сказать, мы говорим, мы так мыслим. То есть, когда человек говорит, он так и мыслит. То есть, развивать свое и мышление, и развивать свой голос. Так, я зависла, кстати, это хорошая вещь. То есть то, что ты, например, пробовал уже в школе Мегафона, да? Да, это была первая да, попытка, да, так, да, то есть да, донести свои знания. Да. В планах есть дальше преподавать? Есть, хочу просто. Вот действительно я как-то зажегся этой идеей, и почему бы и нет, мне кажется, это сейчас востребовано. Ты думаешь, на базе радиостанции это делать или как? Нет, не обязательно это делать на базе радиостанции. Можно, конечно же, открыть какие-то определенные курсы, которые, я наверняка уверен, будут пользоваться успехом, потому что сейчас люди, многие ведут собственный блог. Многие люди ведут собственный блог. Кто-то этим зарабатывает, кто-то это делает ради удовольствия. И мне кажется, этим людям обязательно нужно преподать некоторые интересные фишки и вещи, которые они могут использовать для себя и развивать свои аккаунты, повышать подписчиков. То есть все это возможно. И даже можно это использовать и в деловой сфере. Да, на самом деле. То есть правильно вести переговоры – это очень важная вещь. И даже презентации, да? Да, То есть презентуешь несомненно. свой продукт, ты должен Конечно, уметь его хорошо объяснить, рассказать. Смотри, я, например, как бы не в обиду будет сказано, небольшой поклонник радиостанции. То есть я не слушаю радио, да, в принципе. Я вообще не аудиал. Для меня даже подкасты, в принципе, сейчас записывать я их люблю, а вот послушать — это другой момент. И мне всегда казалось, что работа радиоведущего сводится к тому, чтобы за 30 секунд сделать подводку к следующей песне. А если у тебя гость в студии, это вот пинг-понг. Там 5 минут у тебя, за 5 минут ты должен сделать определенное количество подач своему сопернику. В нашем случае это гость в студии. Ну и дальше переходить опять к песне. Так ли это? На самом деле, отчасти да. Потому что действительно у тебя иногда бывает всего лишь 30 секунд, чтобы тебе объявить песню. Но я еще раз хочу сказать, что вот этот формат, вот сейчас говорят же диджей. Вот что такое диджей в вашем понимании? Тот, который как раз-таки и представляет песню, а потом выставляет ее. Правильно. Всё. То есть вот сейчас вот этого диджейства на радиостанциях тоже не хватает. То есть человек не только ведь ставит песни, он показывает свой собственный музыкальный вкус. То есть он выбирает эти песни, он не просто берет их с плейлиста, ставит вам, и вы слушаете их. То есть это большая работа. Тебе их нужно найти песни, которые понравятся тебе, во-первых, песни, которые 100% понравятся слушателю. Не обязательно это хиты могут быть, это могут быть композиции, которые вообще им уже много-много-много-много лет. А причем ты еще должен их подобрать так, чтобы они хоть как-то, да, там совмещались с форматом, это тоже очень обязательно, да. конечно. То есть это большая работа, и даже человек, который сидит просто в студии и объявляет вам песни, вы не думаете, что он просто взял их с плейлиста, ничего подобного. Человек их подобрал по вкусу именно для вас в этот момент. Разве не составляется плейлист заранее? Составляется плейлист заранее, но эти композиции он берет их отдельно. Сам диджей? Конечно же. И представление, да, сейчас это сократилось до 20 секунд. То есть ты должен за 20 секунд выдать всю информацию. То есть, это уже каноны радио, которые нарушать нельзя. То есть не больше 30 секунд на представление композиции. Вы тоже правы. По поводу гостя. Как вы говорите, это 5-минутный пинг-понг, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Тоже как-то очень-очень-очень-очень приблизительно. Потому что, когда мы зовем гостя, мы тщательно изучаем его социальные сети, мы смотрим практически его фотографии, изучаем его публикации, то есть мы ведем себя как сыщик. Мы ищем какую-то определенную изюминку, истину, которая заключается в этой личности, чтобы человек пришел, не просто ответил на вопросы, а раскрылся.
Практически так же я готовилась к нашему эфиру. Да, абсолютно верно. Но сейчас как раз мы перешли к тому вопросу, я хотела бы поговорить с тобой о контенте. То есть ты свой эфир готовишь заранее, ты составляешь все, просто прописываешь, что ты должен сказать. Конечно, информацию, которую ты выдаешь в эфир, ты ее готовишь заранее. То есть это какие-то новости, это какие-то события определенные, это информация, которая у тебя должна быть в рубриках, ты ее находишь заранее в интернете, это нормально. А подводки иногда, когда у тебя есть время, ты их пишешь. Если нет, время, ты должен импровизировать обязательно. Но я хочу сказать то, что когда человек долго работает на радио, вот эта интересная вещь, как автоматически найти подводку, автоматически придумать какой-то текст, он уже у тебя на автоматизме стоит, он вырабатывается у тебя. Кстати, то есть, садясь к микрофону, ты моментально можешь придумать интересную подводку. Кстати, новая ведущая у вас на радиостанции появилась, и паузы там есть. Да, то есть пока опыта, как я понимаю, не хватает. Опыта не хватает, и действительно сейчас радиостанции страдают из-за отсутствия кадров. Это тоже есть. То есть молодые люди хотят идти на радио работать. 100% хотят. Но не у всех это получается, увы. Не у всех. Даже как мы не учили, не старались. Но я, не всех кстати, это наверное, получается. тоже бы не смогла такого. Хотя у меня был опыт вести программу, но это была политическая, это было ближе мне. И вот, кстати, тогда еще вопрос опять про интерактив. Да. Да, тогда я заранее готовила интерактив, то есть у меня были подружки, которые мне говорили: так, девочки, вы звоните в студию, ясно. Вот такие вопросы. Потому что понимали, что программа, она такая вот политическая, мало людей интересуются политикой и прочее, как бы я боялась, что не будет звонков в студию. Но были моменты, когда на самом деле было очень много звонков, и у меня не было возможности обработать эти звонки, то есть я боялась, что в этот момент слушатель может сказать что-то ужасное. У тебя, насколько я понимаю, тоже нет такой возможности. Да, у нас нет такой возможности прослушать человека заранее, конечно. Но я хочу сказать, что мы в данный момент сейчас немного минимизировали поступающие звонки в нашу студию. То есть в основном у нас есть такая утренняя рубрика, называется она «Будильник». Мы сами иногда берем и набираем номер телефона и начинаем звонить человеку, который только, допустим, проснулся. Это тоже риск. Он собирается на работу. Вы знаете, у моих коллег разные были вещи, которые возникали в эфире. И, кстати говоря, также хочу сказать то, что мы просто иногда буквально с постели человека поднимаем. Представьте, в 7 утра он звонок поступил. Я как раз с постели буду. Но я хочу отдать должное все-таки своим замечательным лав-слушателям, мы их так иногда называем ласково, то, что люди очень хорошо отзываются, то есть такие случаи, когда нас кто-то кричал или бросил трубку элементарно, даже не хотел с нами разговаривать. Таких случаев очень мало. Честно признаюсь. Удивительно, но их мало. Какая основная реакция? Там: здравствуйте, мы звоним к вам с Лав-радио. Даже такая пауза. Ребят, что вам надо? У меня была бы такая реакция. Вы знаете, когда вот мы произносим первую фразу «Здравствуйте, мы с Лав-радио», в этот момент человек уже понимает то, что он действительно в прямом эфире. То есть мы иногда, если человек действительно себя как-то неадекватно начинает вести, мы объясняем: вы в прямом эфире. То есть вы несете ответственность за свои слова, конечно же. Когда вы эту волшебную фразочку повторяете, человек сразу уже становится как по струночке. То есть, это наши инструменты, которые мы используем в нашей работе. Конечно, мы не хотим, чтобы человек негативно о нас отзывался, кричал в эфире, матерился, извиняюсь за выражение. Мы этого не хотим. Но случаи у меня бывали на работе, когда элементарно, почему-то мне сразу именно этот случай пришел в голову, но он меня рассмешил немного. Поступил звонок в студию, я поднимаю трубку, и буквально женщина кричит. Просто кричит в истерике. Я надеюсь, не матом. Нет, не матом, но она просто кричит. И мы даже потом, когда решили прослушать, что она говорит, мы ни слова не поняли, мы поняли так. Вот такая вот так вот выдала она нам. И мы даже решили прослушать, что она говорит. Мы ни слова не поняли. Но для меня этот случай был просто, знаете, просто в эфире такая возникла пауза, а потом мы просто смеялись. А что она требовала, тогда позвонила? Как я понял, поставить ее песню. Каким-то образом, видимо, мы не поставили песню. Супер. Это было в Худжанде? Да, это было в Худжанде. Кстати, аудитория отличается? Душанбинская, худжанская?
Ой, так, ну, нет, я не могу сказать, что сильно отличаются. Нет, потому что, вы знаете, я сейчас с худжанской аудиторией, мы тоже общаемся напрямую, ведь мы им тоже часто по утрам звоним Звоните, знакомым, близким, да, родным, так что мы сразу видно по номеру телефона, что человек или из Худжанда, или из Душанбе. Вы вещаете тоже в Худжанде Да, сейчас? конечно. Мы даже Сейчас на вещаем какие на регионы? Памире тоже. То есть у вас по всей республике? Да, практически. Мы региональная радиостанция, да. Супер. Я почему-то, в пределах Душанбе не выезжаю, соответственно, я не знаю, где какая радиостанция берет. Будете на Памире, звоните. Да. Просто когда радиостанции у нас пишут, что мы вещаем там-то, там-то, я не всегда уверена, что так оно и есть, и поэтому да. Ну, сейчас ты сказал, я тебе верю. Смотри, у вас же франшиза. Абсолютно верно, да. Мы являемся российской франшизой, крутой медиа. Это да. Это чистая правда. И есть, то есть владельцы франшизы, они вообще в контент вмешиваются? Да, иногда, конечно, они нам говорят, то, чтобы мы делали публикации, допустим, в интернете, используя определенный шрифт. Чаще всего не сильно они вмешиваются в нашу работу, я могу сказать. Не сильно это происходит. То есть мы можем использовать франшизу, мы ее берем, мы можем добавлять абсолютно свои какие-то музыкальные рубрики, которых нету на Love Radio, допустим, в Москве или в России. То есть мы взяли основу и можем из нее делать то, что выгодно, то, что нужно нам. Как ты думаешь, часто нужно ли менять программы на радиостанции? Да, думаю, нужно обязательно поменять, потому что... новые вводить и так далее. Конечно, обязательно. Это нужно периодически делать. Мы музыкальная радиостанция, то есть мы себя позиционируем как молодежная музыкальная радиостанция. Для нас главное дать качественную музыку. То есть мы стараемся ее разнообразить. То есть у нас есть и Love альтернатива, где выходят треки, которые совершенно не относятся к нашему эфиру, то есть они не подходят совершенно по нашему формату, но мы раз в час одну такую композицию мы обязательно ставим. Потом у нас есть Love Replay, это композиции, которые примерно были в моде лет 10-15 назад. Мы их тоже ставим в эфир. То есть мы стараемся расширить кругозор слушателя, чтобы ему было интересно. Но при этом у вас от авторских прав все очищено, да, ведь у вас же франшиза, и вам плейлисты просто предоставляются? Не совсем так. Плейлисты мы составляем сами. Нет, я имею в виду, что музыка вам предоставляется уже, и у вас не будет никаких проблем с авторскими правами. Сейчас это очень актуально. Да. Музыка нам предоставляется, абсолютно верно, потому что, во-первых, не хочется как-то в интернете брать музыку. Во-первых, мы стараемся и сотрудничать с местными исполнителями, чтобы они непосредственно нам лично отправляли свои песни, чтобы мы их не искали где-то в интернете, на просторах, потому что, как правило, это не очень качественные треки, которые нам потом придется еще и форматировать, смотреть, где-то понижать, где-то повышать, то есть это мы потратим свое время. А сколько сейчас в базе, интересно, у вас? Я даже не могу вам сказать, их очень много композиций. Нет, я имею в виду таджикских композиций. Или же у вас есть какие-то обязательства? Сколько вы должны в час, например, поставить таджикских композиций? Раз в час у нас выходит одна восточная композиция. Это не обязательно на таджикском языке, это может быть и турецкая, и таджикская, и узбекская, и арабская. То есть это у нас есть восточный хит, так называемый, он выходит у нас. По поводу таджикской музыки, конечно же, нет, у нас нет такого. То есть мы все-таки позиционируем себя и по франшизе. По франшизе мы тоже все-таки должны давать более молодежные треки, треки зарубежных исполнителей, русских исполнителей. То есть таджикской музыки у нас не очень много. Но вы при этом таджикский эфир запустили? Обязательно, да. С чем это связано? Во-первых, вы хотите еще аудиторию? Конечно, мы хотим аудитории, есть некоторые и требования тоже есть некоторые, которые мы должны обязаны соблюдать. Ну и во-вторых, да, почему бы и нет? Мы должны также нашим слушателям предоставлять и эфиры на таджикском языке. Кстати, сложно было найти ведущих на таджикском языке? Да, вообще сложно найти ведущих и на русском, и на таджикском, неважно на каком языке, абсолютно верно. Кстати, вот вы раньше говорили то, что ведущий, как я понял, Зибо, по вашим представлениям, у него должен быть приятный голос. Хорошо поставлено, кстати, да, я об этом... Я вот даже немножко с вами не соглашусь в этом отношении, потому что сейчас человека, который работает на радио, не обязательно должен быть поставленный, четкий и красивый голос. У человека должна быть изюминка, у самого. То есть он должен быть интересной личностью. Тогда и его эфиры будут интересными.
И даже не важно, какой у него голос, никто на это не обратит внимания. Ну, послушай, все-таки у вас оно музыкальное. Да. И при этом тебе на подводке 30 секунд, 20 секунд. И ну тут как бы если с изюминкой, допустим, он картавит, это тоже смотрите, изюминка. Это уже, наверное, все-таки работа программного директора. Если у вас есть достаточное количество ведущих, вы можете людей, у которых поставлена дикция, люди, которые могут быстро говорить, за 30 секунд выдать, вы их ставите на определенные эфиры. То есть вы их не допускаете до других эфиров. Если человек картавит, шепелявит, но человек интересная личность, говорит интересно, прикольно, скажу таким молодежным языком или сленгом, то его будут слушать. Да, они будут поначалу немножко над ним издеваться, поверьте мне, потому что да. я знаю, я просто знаю такие примеры. И мировые примеры тоже существуют людей, которые заикались даже и вели эфиры, но были безумно популярны. Их шоу, их программы были безумно популярны. Окей, хорошо. Но при этом ты же как бы себя должен сделать узнаваемой, да, не только по голосу. Да. И ты работаешь над этим? Ты ведешь свой Инстаграм, ты ведешь свой Фейсбук. Я могу сказать, что свой Инстаграм и свой Фейсбук я не веду, потому что я вообще, в принципе, не очень люблю это все. Честно признаюсь, я что это не старичок, люблю. ты 35. Да, без соцсетей я не очень люблю, честно вам признаюсь, и у меня даже из-за этого возникают тоже некоторые проблемы, потому что, сейчас я объясню, в чем дело. Работая на радио, человек немного зарабатывает. Мы прекрасно все это понимаем, даже приходя, занимая какую-то высокую должность на радио, человек все равно не зарабатывает больших денег. Основной тоже заработок радиоведущего – это ведение мероприятий. Да. Я тоже веду мероприятия, но я хочу сказать то, что из-за своей какой-то лени, возможно, из-за своего неумения вести социальные сети, многие люди даже до сих пор не знают Душанбе, что я веду мероприятия. Я не знала, ты представь. Вот, я вот то же самое вам говорю. Если бы я вел мероприятия, то есть, нет, я их веду. Если бы я вел свои социальные сети правильно, то наверняка у меня уже здесь была большая аудитория, я бы уже был здесь раскрученный ведущий и на радио, и, может быть, даже на ТВ, но я не веду социальные сети. А не может, знаю. зря? Может быть, зря. Посмотри на Бехруза нашего. Может быть, зря. Что-то у него там, он и всякие, и в конкурсах гифках участвует, то есть он раскручивает, он работает над своим аккаунтом. Молодец, правильно все делает. Он себя я вообще больше могу сказать, я завидую тем людям, кто умеет вести социальные сети. Я им завидую. Черной завистью или белой завистью, не знаю. Я им завидую, потому что я не умею этого делать совершенно. Мне, конечно же, нравится больше живое общение. Может быть, я слишком старый. Я не знаю. Я люблю, как мои ребята говорят, ты любишь писать комментарии. У тебя нету ни одного дня, чтобы ты ничего не написала в соцсетях. Я посты, может быть, не всегда часто ставлю, да. Но комментарии я вот прям... Не могу я пройти, если меня оскорбило что-то, или задело, или тронуло. Я хоть лайк, но поставлю. Знаете, есть такой синдром Снегурочки с обостренным чувством справедливости. Вот, блин, точно про меня. Нет, это такого нельзя. Это обостренное чувство справедливости иногда мешает. Согласен. И в работе точно так же, да. Слушай, вот тут вопрос еще один остался. А ты видел Игоря Крутого-то? Нет, конечно. Хотя по телевизору видел, конечно. Потрясающий композитор и музыкант. Вживую ты не встречался? Нет. Да, в Москву ты пока не ездил на Лав-радио. В Москве я был, но не на Лав-радио, конечно же, совершенно. Я был в Москве даже 2 раза, но совершенно не по этой работе радио, а просто по своим делам. Но Игоря Крутого, конечно, я вживую не видел. Слушай, а есть какие-нибудь утренние зарядки для рта? Утренние зарядки для рта? Да, ну вот ты просыпаешься, у тебя начинается в 7 утра эфир. Ты прибегаешь на работу во сколько? В 6:30? Я обычно прибегала в 6:30. У меня потому что был первый эфир в 7 тоже. Эфир у меня выходит примерно начало 8. Это по времени начало 8. И когда я прихожу в эфир, для меня, конечно, главное это стакан воды. Рядом обязательно. И я хочу сказать то, что со временем у меня выработался уже голос, мне не обязательно это делать. я уже выходя в эфир, вы понимаете, это трудно, может быть, объяснить, но если вы работали на радио, вы поймете. Когда перед тобой микрофон, твой голос, он меняется.
Он как завороженный сразу Он становится. автоматически меняется, как будто бы вот раз по щелчку пальца ты совершенно говоришь другим голосом. Даже я могу сказать так, что меня люди иногда просто не узнают по голосу, потому что я когда общаюсь просто с людьми. А ты разве на радио работаешь? Ну и когда я пытаюсь говорить с людьми обычным своим голосом, люди меня не всегда узнают. Так, попробуй-ка своим обычным голосом. Ты сейчас просто перед микрофоном, и у тебя на самом деле голос поменялся. Нет, не поменялся. Да? Я могу изменить его, конечно ну так давай, тогда продемонстрируй. Ну хорошо. Я хочу просто разницу почувствовать. Ну что ж, дорогой наш слушатель, всем доброе утро, с вами Андрей Соколов, и этот прекрасное утро мы встречаем вместе с Зиба, прекрасной, необыкновенной девушкой, которая сегодня меня пригласила в эту замечательную студию, чтобы задать свои интересующие вопросы. Офигеть. Это реально совсем по-другому. То есть это не подготовки, ничего. Нет, совершенно нет подготовки никакой. Хорошо, ладно. А таким, которые еще не смогли поставить свой голос. У меня сейчас нам Фарход просто на пульте сидит и постоянно снижает меня, потому что я иногда начинаю скакать. Да, то есть у меня громко-низко. Есть, конечно, масса упражнений, которые есть в интернете, и которые я вам советую посмотреть. У вас очень, да, действительно, у вас переходы очень высокие, зашкал происходит, как мы говорим, со своим радишным языком. Когда вот сейчас, если ваш звукорежиссер пишет ваш голос, то происходит определенный зашкал. Но это особенность женского голоса. У вас очень много высоких частот, но это особенность женского голоса. То есть с этим бороться можно, но когда... Нужно ли? Нужно ли, да, вопрос хороший. Потому что когда вот эти вот есть... Вот эти вот... Это, наоборот, хорошо. То есть человек говорит по-настоящему. Человек открывает свою душу, и человек дает эмоции. Эмоции, я еще раз говорю, мы не просто говорим по радио, мы даем эмоции. А когда человек не скрывает это, когда человек может это делать, это и есть радиоведущий. Я сейчас вспомнила историю. Да. Это тоже эмоция была, потому что я не смогла проговорить. То есть мне нужно было зачитать прогноз погоды, и я не смогла проговорить в прямом эфире. По данным гидрометеостанции Таджикистана, гидрометеостанции, и просто ни одного «р». И тут я такая, проговаривать уже все, проехали, и я начинаю просто зачитывать. Дальше там в Душанбе сегодня ожидается. И я улыбаюсь, потому что мне смешно. Я выхожу с эфира, все ржут, говорят, это было прикольно, потому что когда ты уже читала прогноз погоды, после ужасных каких-то новостей, это стало так тепло, там было слышно было, что ты улыбаешься, что тебе хочется сейчас рассмеяться. Вот вы правильно сказали. Вот правильно сказали, когда многие к нам приходят на радио, у них первый вопрос, который они задают: ребята, как вам удается быть всегда такими бодрыми? Это раз. Всегда вот задают нам этот вопрос. Это уже сколько себя помню, столько и слышу этот вопрос. Я всегда отвечаю: это 8 ложек кофе, 1 чашка и 1 ложечка воды. И бодрость обеспечена. Нет, шучу, на самом деле, это тоже все. Я офигела. Это все вырабатывается со временем. Ну и второе. Как дать эмоции? Вы правы. Вот странным образом люди подсознательно по вашему голосу могут понять, обманываете вы или нет. Голос — удивительная штука. Он никогда не врет. Он всегда говорит о вашем эмоциональном состоянии. Всегда. То есть неважно, пытаетесь вы это скрыть, не пытаетесь этого скрыть, это невозможно сделать. Голос выдаст. Допустим, если у вас какое-то негативное событие произошло в жизни. Всякое бывает. Ведь мы же тоже люди ведущие, правильно? Конечно. У нас поругался с женой. Да, вот я поэтому хотела спросить. Вот ты пришел, ты разъярен, там, я не знаю, кто-то тебя оскорбил там в транспорте. Конечно. Да, эмоции. Конечно. Но есть очень важная вещь, когда ты садишься перед микрофоном, ты забываешь абсолютно все на 3 часа. На 3 часа ты забываешь абсолютно все. Некуда деться просто. Во-первых, некуда деться, во-вторых, надо это сделать. То есть выключить весь негатив и включить позитив. И улыбка как раз-таки в этом очень хорошо помогает. Садишься, улыбаешься, начинаешь говорить. Сам себе. Да, потому что радио — это театр одного актера, как правило. Рядом с тобой никого нет, кроме микрофона. Ты как сумасшедший, который говорит сам собой. Так я вспомнила это. У меня, тоже, опять же из моей старой практики. Во-первых, у меня в первое время ребята были на пульте. То есть мне кто-то помогал. Да.
там, микшировать и так далее, выводить там анонсики. И я поняла, что я не могу при них жестикулировать. И я настолько скованная была, я так спотыкалась в эфире, а мне нужна просто жестикуляция, чтобы я вот так вот простор. Всё. Да, и когда я один раз оказалась в субботу, субботним ранним утром, никого в эфире нет, я поняла, что я справляюсь совсем сама. И жестикулировать могу, и приплясывать могу. Какая красота! Кстати, сняли меня с эфира первый раз до программы, когда я в очередной раз споткнулась. И на пульте, соответственно, сидела не я, сидел парень, который помогал мне. И он не выключил микрофон, а я сказала: твою мать! И опять споткнулась. Это ушло в эфир. Шеф не слышал. Ему потом сказали, что это я. Причем после такой какой-то очень серьезной новости это прозвучало. Ну и все, и меня сняли с эфира, потом через какое-то время поняли, что ведущего нет на новости, опять мне сказали: ну ладно, иди уже. И я пошла и поняла, что вся проблема в том, что я с монитора читать могу, а с листочка я не могу. То ли у меня руки трясутся, то ли что, но у меня просто все там размывается, я спотыкаюсь ужасно. Вот сейчас мне надо опять прочитать дисклеймер, потому что мы с тобой прощаемся, и не сделать ни одной ошибки. Ну давайте попробуем. Так, ну что ж, Андрей, спасибо тебе, что ты пришел. Получилось Пожалуйста, прикольно. Мне самой было пожалуйста. очень интересно, потому что я тебя слушаю. Но я ничего не знала о тебе. Сейчас я узнала о тебе немного больше. И я думаю, что мне бы самой захотелось поучиться бы у тебя. Потому что подкасты мы будем, думаю, еще писать. И работать с голосом нужно. Так что я первый твой студент. Договорились. Подкаст «Новые медиа» создан при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание подкаста может не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо.